Там осталось довольно поесть. Я бы не поняла. А там поскольку ансамбль был очень Значит, сейчас будем смотреть фильм. Сколько фильмов, сколько хотите. Я говорю, хоть до завтра. Их много очень фильмов. Вот. Начнем мы с фильма «Красногорье». Это была замечательная поездка, и, не знаю, мне, например, очень понравилось. Значит, фильм длительностью 46 минут. Хотите, сидите до конца, хотите, нет. Потом могу показать рекламу про наше путешествие. Звук не очень громкий, колонки такие, но... этот фильм, и вот этот шум, который... Нельзя ли этот шум вообще удалить? Потому что все равно непонятно. Это из-за вот этих колонок. Тут нет нормальных колонок, у меня на ноутбук совсем. То есть, когда вы будете смотреть, будет нормально. Единственное, когда вы на пароме, там вот этот шум, конечно, парома слышно, но он естественный. Но такого шума не будет. Это сейчас. Да. В интернете он есть? Есть. Он на Фейсбуке есть. И еще, можно ставить на укол. Но тут же течет уже. Она теплая. Обязательно на хутор брать. Что, куда брать? Когда поедем на хутор, что нужно Мы брать? поговорим об этом в следующий четверг. Сачок, бабочка. Цветы. Metsa teeb uue elu imeline algus, leivalõhn ja sütesoojus leeb. Ema toomingate õiehelmed, puudepohin koduakna all. Käed ühteaegu karedad ja pehmed, unetutel öödel kootnud sall. Ema hällilaulu vaikne kaja, linnupesa vanas vahtrapuus, pauki luks ja ootus tulvilmaja, eluald ja puhast armastust. Ema kaevutie ja ojavuli, kestev lõppematu hinge hea, pimedate ööde hele tuli, lapse süda seda meeles peab.
ema, täna sinu juurde tulin, ihus esimene meeles pea. Seistes ahju veegi ees, õlgu soojendada temal hea on paksu salli sees, aga südant soojendada ei saa leegid ju. Soojaks seda oskab teha oma laps, ei keegi muu. Tahtsime laulda ka, aga laulame ära vähemalt. Ilusad sõnad. Kas te laulage? Ja tahtsime laulda ka veel. Nii, ise noppisin ma lille, ise vaasi panin vee, öeldes tervituse salmi, kingisin nad temale. Öeldes tervituse salmi, kingisin nad temale. Aga äkki ema silmist verest pisar pärlina, miks sa nutta temakene, murelikult ütlesin ma. Miks sa nutta temakene, murelikult ütlesin ma. Suudeldes mu põski õrnad, ütles ta, kui suureks saan. Küll siis tunned, küll siis mõistad, mis on õnne pisarad. Küll siis tunned, küll siis mõistad, mis on õnne pisarad. Kallis emake, mu siia kalli, ma tahan anda sulle, ma tahan anda sulle, kallis melleke. Mu siia kalli, nad jõuavad su juurde, nad jõuavad su juurde läbi südame. Süda on peidus, sa teda ei näe. Tule mu juurde, ma annan sul käe. Sul puhun ma oma südame. Nii armastus jõuabki kohale. Kes ei soovi kuulata, meil on siin vastas tuba, võib sinna minna, rääkida oma jutud ära ja ei olegi и тогда я не могу сосредоточиться. Если кому-то надо говорить что-то и неинтересна эта тема, то напротив есть хорошая комната у нас, можно взять свою чашечку, тут бутерброды и посидеть и беседовать там. Я не обижусь, потому что не каждый видеофilmi, need on lühikesed videofilmid. Kuidas need videofilmid tekkisid? Oli internetis Narva saidi peal kuulutus, et kes teeb kõige huvitavama Narvat tutvustava filmi. Siis on nagu autasu veel в языке. Это не тот фильм. Это тоже мы посмотрим. Наших дней. Самым известным историческим сооружением нашего города является замок Берна. Он самый посещаемый туристический объект города. В городе еще остались исторические сооружения и здания, остались места, на которых когда-то были воздвигнуты церкви, школы, предприятия, православные священники. После войны в здании какое-то время жили люди, но было принято решение его снести. Оно было признано непригодным для проживания. Благодаря настойчивости был вновь построенный и получился в стиле барокко такой уникальный город, все одинаковый. Если мы смотрим старинные города, где много веков строилось, то вот один район одного стиля, другой район, там уже мода менялась по-другому, а старая Нарва строилась потом вся одинаковая. И вот тут видно на картинке
как Нарва выглядела. Смотрите, как часто стоят дома. Порой вот стена к стене. После этого пожара, когда они должны были быть каменными, в конце 17 века стали строить дома уже фасадом на улицу, не торцом. Вот это, так тоже можно определить, какого... Kõik tuli ju kaasa, aga ma ei oska öelda. Ну, раз только ты там 40, значит, остальные мы можем с тобой взять, только в автобусе посидеть. Где-то, если есть зелененькая, ходящая, тут скамеечка. Выезд отсюда 3 часа. Остановка у Темпо, потом Петеристи, где там еще? Ладно. Ну, значит, вот такое дело. Понятно. Государство стоит. Võib täna teha, pole linnuja. Kuidas? Täna võib ühest keeles. Ühest keeles? Ei ole vastu. Räägi vene keeles. Так, хорошо. Значит, пожалуйста,
можете есть, пить. Стала смотреть предложения авиакомпаний, просто попала в киевский билет на Киев. Ну, почему к ней не съездить в Киев посмотреть? Ну, я взяла, значит, выпила билеты на Киев через Ригу, промежуточная пересадка. А потом позвонила своей подружке в Киев, в Кишиневе, говорю, слушай, я поеду в Киев, не хочешь ко мне присоединиться? Она говорит, да, приеду. И вот мы с ней вдвоем забронировали квартиру в Киеве, в хорошем районе, однокомнатную квартиру, в обычном доме, чистая, аккуратная, очень дешево, по нашим меркам очень дешево. В общем, на неделю, да? Потом я вспомнила, что в Киеве есть наши бывшие однокурсники по институту. Ну, я там через своих общих знакомых нашла координаты одной из них, по интернету списалась, думаю, может быть, мы там с ней встретимся, да? А она с мужем настолько прониклись, что мы приезжаем, мы тебя встретим в аэропорту, и, в общем, все здесь будет хорошо.